Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boylu. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soy. Президент Ильхам Алиев принял председателя Жагорку Кенеша Кыргызской республики Нурланбека Шакиева. Нурланбек Шакиев передал главе нашего государства приветствие президента Кыргызстана. Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствие, попросил передать и его приветствие Садыру Жапарову. Глава государства с удовлетворением вспомнил свой визит в Кыргызстан в октябре прошлого года. В ходе беседы было отмечено, что между Азербайджаном и Кыргызстаном создан инвестиционный фонд, бюджет которого в настоящее время увеличивается. На встрече была подчеркнута важность визита президента Кыргызстана в Азербайджан, проведенных в его рамках обсуждений и подписанных документов. Строительство кыргызской стороной школы в освобожденном от оккупации Агдамском районе Азербайджана было расценено как пример дружбы и братства между нашими странами. Нурланбек Шакиев сообщил, что посетил освобожденный от оккупации районы Азербайджана, в частности город Шуша, и отметил, что эти территории являются одним из красивейших уголков мира. Он подчеркнул важность того, что азербайджанский народ, терпеливо ждавший на протяжении около 30 лет освобождения от оккупации своих земель, добился этого. Гость отметил, что в мире высоко оценивают лидерство президента Ильхама Алиева в освобождении наших земель от оккупации и развитии страны. В ходе беседы были подчеркнуты развитие организаций тюркских государств, а также важность Азербайджана-кыргызского сотрудничества в международных организациях и институтах, связи между парламентами наших стран. Спасибо, господин президент. Делегация парламента Кыргызстана находится в Баку уже 3 дня. Выражаем огромную благодарность нашим уважаемым азербайджанским братьям за теплый прием и гостеприимство. Мы провели очень обстоятельную беседу с Сахибой Ханум по вопросу парламентского сотрудничества. Вчера мы посетили Карабах, Шушу. Мы были очень рады. Это очень красивая земля, самая красивая в мире. Я всем коллегам говорю, обязательно посетите город Шуша и посмотрите своими глазами. У нас есть пословица: лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать. Мы очень ценим ваш героизм и гордимся им, в то же время поддерживаем. На протяжении 30 лет весь азербайджанский народ и лидеры проявляли выдержку, и теперь с помощью Всевышнего эта земля вернулась ее настоящим истинным хозяевам, законным владельцам. Мы сегодня очень рады собраться в Азербайджане на заседании Тюркпа, и в этом есть ваша большая заслуга, вклад. По итогам работы организации мы видим и ценим проделанную вами огромную работу. Наш уважаемый президент Садыр Жапаров передал вам приветствие. 2 месяца назад состоялся очень плодотворный государственный визит. Он рассказал о подписанных здесь документах и достигнутых с вами договоренностях. Мы восприняли это с большой радостью. Сегодня кыргызско-азербайджанские отношения находятся на очень высоком уровне, и мы должны прилагать взаимные усилия для развития наших отношений. Верю, что в будущем наши отношения поднимутся на еще более высокий уровень и станут еще теснее. Передайте мои приветствия уважаемому Садыру Нургажоевичу. Как вы отметили, в прошлом месяце он находился с государственным визитом в Азербайджане, и мы вместе с ним посетили Физули и Агдам. Через месяц он вновь будет у нас в гостях и тоже увидит Шушу. Я знаю, что вы вчера были в Шуше. Как вы отметили, увиденное произвело на вас прекрасное впечатление. Шуша действительно красивый город, и сейчас он возрождается. За 28 лет оккупации в Шуше ничего не было построено. Все те старые здания, которые вы там увидели, построены еще в советское время. А новые здания — это то, что создано за последние 3 года. Наши отношения с Кыргызстаном основаны на братстве. В ходе моего государственного визита в Кыргызстан были приняты очень важные решения. Сейчас мы осуществляем широкомасштабное сотрудничество. Вы знаете, что создан Азербайджано-Кыргызский инвестиционный фонд. Кстати, должен также отметить, что аналогичные инвестиционные фонды у нас есть с Узбекистаном и Казахстаном. Президент Кыргызстана по собственной инициативе поддержал строительство школы в Агдамском районе, и в прошлом месяце мы вместе заложили ее фундамент. Все это проявление братства. Реформы, проводимые сегодня в Кыргызстане, дают результаты как в политической, так и в экономической сферах. Мы это видим. Когда я находился в Кыргызстане, мы с уважаемым президентом посетили несколько школ.
После этого учителя и ученики этих школ были приглашены в Азербайджан. То есть между молодежью обязательно должны быть контакты. Я отмечал, что, к примеру, школа имени Улугбека, Центр творчества имени Курмангазы, а теперь будут кыргызская и венгерская школы, все это ориентиры для молодежи, и это единство проявляется в конкретных делах. Конечно, политические связи, взаимная поддержка в международных организациях чрезвычайно важны, но в то же время важны и другие проекты. Уверен, что в следующем месяце все главы государств вместе откроют в Шуше новую страницу нашего единства. Еще раз приветствую вас. Знаю, что начинается ваше заседание, иначе мы могли бы посидеть дольше. Еще раз добро пожаловать. Желаю вам приятной поездки. Çok değerli Aliyev Cenapları, değerli Başkan. Многоуважаемый господин Алиев, уважаемый президент, я тоже хотел бы от имени Турецкой Республики передать вам приветствие и почтение нашего господина президента и турецкого народа. В первую очередь еще раз поздравляем вас с победой в освобождении Карабаха от оккупации, действительно ставшей одной из чрезвычайно важных поворотных точек в истории Азербайджана. Достигнут исторический успех. Освобождены карабахские земли, которые 30 лет находились под оккупацией. Сегодня мы являемся свидетелями восстановления освобожденных территорий Азербайджана, возвращения вынужденных переселенцев на родные земли. Это нас очень радует. Уверен, что Карабахский регион в скором будущем превратится в крупный экономический центр, привлекающий внимание местных и зарубежных инвесторов. Желаю успехов в данном процессе. Турция и ее народ всегда поддерживали и будут поддерживать Азербайджан. Хотелось бы снова заверить, что мы всеми силами будем работать с братским Азербайджаном. Как отметили и вы, ваше превосходительство, перед нами действительно распахнулись двери новой эпохи с точки зрения мировой истории. С распадом Советского Союза канула в лету система биполярного мироустройства, а с выводом войск США из Афганистана рухнул однополярный мир. Сегодня мировое сообщество находится в самом начале процесса формирования многополярного мира. На огромной географии, начиная от Узбекистана, Казахстана, который мы называем Средней Азией, до Кавказа, Анатолии, вплоть до Венгрии, проживает около 300 миллионов тюрок. Это большой потенциал. Это необычайно большой потенциал как с точки зрения человеческой силы, так и подземных и наземных богатств. Надеюсь, что наши государства смогут максимально полно воспользоваться этими возможностями, что превратит тюркский мир в крупный силовой центр в новом мире. Тот факт, что тюркский мир является важным балансом силы, отнюдь не угрожает миру на планете. Напротив, это возможность, шанс для обеспечения мира на Земле. Во всяком случае, в предстоящий период мы, страны-члены Организации тюркских государств, вместе с другими нашими братьями мобилизуем все возможности для того, чтобы тюркский мир стал большим силовым центром. Мы усилим наше единство, равенство, братство совместными проектами, основанными на принципе взаимной выгоды. Приложим усилия для того, чтобы в этом регионе господствовали правда и справедливость. В этом смысле мы находимся в самом начале периода, на который возлагаем очень большие надежды. Ответственный подход и сплоченность в данном вопросе позволят оставить будущим поколениям более сильный тюркский мир. Как вы сказали, наша семья – тюркский мир. В ходе каждого визита в тюркские государства мы становимся свидетелями крепких исторических и культурных уз между нашими народами. Важно, чтобы мы осуществляли деятельность, которую воспринимают наши народы, обеспечили, выражаясь словами Гаспринского, единство в языке, мыслях и делах. Турция готова к посильному вкладу в дальнейшее сближение наших государств и народов. Еще раз благодарим за организацию, выражаем наше почтение. Большое спасибо. Пожалуйста, передайте мои искренние приветствия, добрые пожелания моему брату, господину президенту Реджепу Таyyипу Эрдогану. Турция всегда была рядом с Азербайджаном. Когда началась Вторая Карабахская война, очень ясные и точные слова господина президента Реджепа Таyyипа Эрдогана «Турция рядом с Азербайджаном» придали нам дополнительные силы. Эта политическая и моральная поддержка показала всему миру, что Азербайджан не одинок, и Турция была рядом с нами на протяжении 44 дней. Каждый день и президент, и другие должностные лица выступали с заявлениями, которые позволили нам завершить нашу справедливую борьбу победой. Ведь вы тоже прекрасно знаете, что в течение 44 дней на Азербайджан оказывалось большое давление со стороны различных силовых центров. Некоторые страны даже угрожали нам.
И однозначная поддержка Турции в такой сложной ситуации, еще раз говорю, придала нам дополнительные силы, уверенность. Мы благодарны за эту поддержку. Весь азербайджанский народ это знает и ценит. Как вы отметили, я очень рад, что это уже общий подход, общее мнение. Укрепление, объединение тюркского мира превратит тюркский мир, организацию тюркских государств в крупный силовой центр мирового масштаба, потому что, как вы отметили, существующие силовые центры пребывают в кризисе. У каждого свои кризисные рамки. Наш же потенциал, наоборот, с каждым днем расцветает. Как я уже говорил, это большая география. Если мы посмотрим на карту, то увидим, что тюркский мир необъятный. Он охватывает большую географию. Растущее население, молодое население, природные ресурсы, транспортные маршруты, единство между нами. Это единство естественно, в его основе общие корни. Поэтому это единство сильнее, мощнее всех других. То есть наше единство основано на этнических, культурных корнях. И мы, конечно, должны укреплять его практическими шагами. Сегодня существуют очень широкие связи в транспортной, энергетической, торговой, культурной и других сферах. Сегодня в центре внимания должны находиться также все другие области, связанные с безопасностью, военной, военно-технической сферами, потому что процессы, происходящие в различных частях мира, показывают, что нормы международного права игнорируются, не работают. Мы видели это на примере Азербайджана на протяжении 28 лет. Минская группа на протяжении 28 лет якобы старалась решить карабахскую проблему. На самом же деле она пыталась ее заморозить. И 4 резолюции Совета Безопасности ООН были не более чем клочком бумаги. Поэтому мы сегодня обеспечили наше право, территориальную целостность на поле боя, силовым путем и в рамках международного права. Но правдой является и то, что у тебя должна быть сила, чтобы защитить свои права. Что касается армяно-азербайджанского процесса, по нашему мнению, несколько вопросов все еще остаются открытыми. Одним из них является Конституция Армении, в которой содержатся территориальные претензии к Азербайджану. Во-вторых, необходимо положить конец необоснованным территориальным претензиям Армении к Азербайджану и Турции. Конечно, мы уже предложили это армянской стороне, чтобы Азербайджан и Армения вместе выступили с обращением к ОБСЕ для упразднения Минской группы. В ней нет никакой необходимости, она сейчас не функционирует. Мы де-факто не позволим ей функционировать. Что касается де-юре, то юридически она должна быть упразднена, и это покажет, насколько Армения искренна. Если Армения предпочтет сохранение Минской группы, значит их территориальные претензии к нам продолжаются. Как вы знаете, недавно произошли важные события, связанные с определением границ. Азербайджан без единого выстрела вернул потерянные им в 1990 и 1992 годах 4 села, расположенные в Казахском регионе. Это говорит о том, что вопросы могут решаться мирным путем. Если бы Армения в 2020 году прислушалась к нашим словам и мирным путем вернула наши земли, то во Второй Карабахской войне и антитеррористической операции не было бы необходимости. То есть это должно стать для них уроком. И я вижу, что из этого урока они, как говорится, делают выводы. Потому что мирное возвращение нам 4 сел путем переговоров и определение границ в том регионе показывают, что мы можем решать вопросы путем переговоров. Конечно, на следующем этапе уверен, что Шушинский саммит станет важным шагом в этом направлении. Там будет продемонстрировано наше единство, а также будут обсуждены конкретные вопросы. Главы государств, председатели парламентов, гражданское общество, все слои общества должны совместными усилиями бить в одну точку, чтобы тюркский мир стал сильнее. Уверен, что наступит день, когда все мировые вопросы будут решаться путем консультаций с Организацией тюркских государств. То есть мы демонстрируем только добрые намерения. И как сказал уважаемый председатель Нуман Куртулмуш, наше желание — это взаимодействие, сотрудничество, дружба. Мы не предпринимаем никаких действий против кого-либо. Мы ни для кого не являемся источником угрозы и никогда им не будем. Мы требуем своих прав, отстаиваем их, поддерживаем друг друга. Мы защищаем друг друга. Смотрите, Турция и Азербайджан в 2021 году подписали Шушинскую декларацию и стали официальными союзниками. То есть это союзничество является высшим форматом сотрудничества. Мы всегда рядом друг с другом во всех вопросах.
Как только возникает какой-либо вопрос, мы, как говорится, в автоматическом режиме, не колеблясь, находимся рядом друг с другом. Это единство должно быть во всем тюркском мире. Тогда никто не сможет вмешиваться в наши дела. Уважаемый господин президент, я тоже хотела бы поприветствовать вас, хотела бы передать вам приветствие спикера парламента Ласло Кёвера. К сожалению, он не смог приехать, так как в Венгрии проходят выборы в Европарламент, и 98% населения выступают за мир. Поэтому, к сожалению, спикер парламента не смог приехать и принять участие в этом заседании. В то же время передаю приветствие нашего премьер-министра господина Виктора Орбана. Он тоже примет участие в саммите в городе Шуша. Отмечу, что мы устанавливаем братские отношения со странами Тюркпа. У нас общие корни. Мы и дальше будем прилагать все усилия для обеспечения и укрепления наших братских отношений с государствами-членами организации. Мы в то же время участвуем в создании наследия для будущих поколений. Мы также участвуем в восстановительных работах в Карабахе. Азербайджан является стратегическим партнером Венгрии. В 2023 году вы посетили Венгрию, тогда был подписан документ о стратегическом партнерстве. Это означает, что нам удалось установить самый высокий уровень сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией не только в экономической, но и в культурной и гуманитарной сферах. Различные наши проекты выводятся на самый высокий уровень. Мы проводим обмен опытом в различных направлениях, в сфере промышленности, энергетики, информационных технологий. Мы очень рады, что наша молодежь стремится к контактам. Я очень рада, что ваши студенты тоже приезжают в Венгрию. Ежегодно около 200 азербайджанских студентов обучаются в Венгрии. Мы очень рады, что у нас обучаются студенты из Азербайджана. Со следующего месяца Венгрия в течение 6 месяцев будет председательствовать в Европейском Союзе. Поэтому для нас очень важно продолжать налаживать, укреплять наши отношения с тюркскими государствами. Этим связям мы будем уделять особое внимание. Мы поздравляем Азербайджан с полным восстановлением территориальной целостности и суверенитета. Заверяю вас, что вы и впредь можете рассчитывать на нашу поддержку. Между нашими странами есть прямые авиарейсы. Эти рейсы выполняет компания Wizz Air. Надеемся, что мы воспользуемся такими разнообразными возможностями и в будущем. Господин президент, желаю вам успехов в делах. Надеюсь, в скором времени мы вновь встретимся. Мы очень рады находиться здесь в качестве наблюдателя. Большое спасибо. Пожалуйста, передайте мои искренние приветствия и премьер-министру, и председателю парламента. Нас очень обрадовало то, что Венгрия получила статус наблюдателя в Организации тюркских государств. Сегодня Венгрия очень активно участвует в этой организации. Знаю, что Венгрия наладила широкомасштабное сотрудничество как с Азербайджаном, так и с другими тюркскими государствами. Реализуется множество инвестиционных проектов, растет товарооборот. То есть мы высоко оцениваем деятельность Венгрии в этом направлении. Как вы сказали, Азербайджан и Венгрия являются стратегическими партнерами, подписаны соответствующие документы. В то же время мы активно работаем во многих сферах. Венгрия является нашим партнером номер 1 в Европейском Союзе, и в некоторых случаях, когда в адрес Азербайджана выдвигаются необоснованные обвинения, Венгрия первой встает на нашу защиту. Знаю, что из-за этого Венгрия тоже сталкивается с давлением со стороны некоторых европейских стран. Однако принципиальная позиция Венгрии, которая находится на стороне справедливости, ее уважительное отношение к международному праву значительно повышают ее международный авторитет. Правда, наши отношения с Евросоюзом можно охарактеризовать положительно. Однако после Второй Карабахской войны и особенно прошлогодней антитеррористической операции некоторые европейские страны стали необоснованно и бессовестным образом нападать на нас. Очернять Азербайджан, бросать тень на то, что мы делаем, называть белое черным, а черное белым, поддерживать оккупанта и порочить подвергшихся оккупации стали образом жизни для некоторых стран-членов Евросоюза. В основе этого лежат отнюдь не нормы международного права, а личные болезненные амбиции. К сожалению, некоторые страны, стремящиеся занять особое место в Европе, смогли даже сколотить антиазербайджанскую группировку. Сегодня по меньшей мере 3 страны-члена Евросоюза объявили Азербайджану холодную войну. Они известны. Венгрия здесь защищает не только своего друга, она защищает справедливость.
Я неоднократно говорил гостям из Европы, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Территориальную целостность, которую признали и вы, и весь мир. Территориальную целостность, из-за которой Совет Безопасности ООН принял 4 резолюции, чтобы положить конец оккупации. Однако ООН ничего не могла сделать, Евросоюз ничего не захотел сделать. А ОБСЕ и ее Минская группа фактически стали антиазербайджанским инструментом в руках Армении-оккупанта. Мы ждали 28 лет. Мы хотели решить это мирным путем. Но мы увидели, что те, кто выступает против нас, хотят сделать эту оккупацию вечной. Они хотели использовать Армению как инструмент на Южном Кавказе, чтобы Армения перешла в наступление против всех своих соседей. Мы восстановили справедливость, защитили свою территориальную целостность, восстановили свой суверенитет. То есть Венгрия потому нас и защищает. Я уверен, что сегодняшнее правительство Венгрии будет рядом с теми, кто находится на пути справедливости, будь то Азербайджан или какая-либо другая страна. Я знаю, что вы подвергаетесь большому давлению в Европейском Союзе, а это полное нарушение декларируемых на европейском пространстве демократических принципов. Были ли введены санкции против Венгрии? Были. Лишили ли Венгрию положенных ей средств? Лишили. Почему? Потому что Венгрия защищает традиционные ценности. Она защищает свое население, защищает свою молодежь от вредного влияния. Она провозглашает семейные ценности как высшую ценность. Именно поэтому те, кто выступает против этих традиционных ценностей и ведет мир к пропасти, вводят санкции против Венгрии. Это уму непостижимо. Вводятся санкции против страны-члена НАТО, члена Евросоюза, расположенной в центре Европы, страны, которая хочет проводить свою политику. А где же демократия? Разве все должны придерживаться единого мнения? Разве все должны действовать по указке тех, кто сидит там в некоторых западных странах? Кто дает им это право? Их прошлое вовсе не делает им чести. Их прошлое запятнано кровью. Их прошлое — колониализм. Их прошлое — угнетение народов, незаконная оккупация. Политика колониализма продолжается в Европейском Союзе и сегодня. Но хоть кто-то критикует их? Нет. Именно поэтому Венгрия находится на передовом фланге борьбы. И я неоднократно говорил моему другу Виктору Орбану, что вам еще сложнее. Мы находимся здесь, мы не Европа. Как говорится, не хотим входить в европейскую семью. Даже если бы хотели, нас туда никто бы не впустил. Поэтому мы живем здесь. Не действуем, как говорится, по чьей-то указке. Никому не позволяем прийти сюда и вмешиваться в наши дела. Не трогай меня, и я тебя не трону. Если ты тронешь меня, тогда жди, что и у тебя будет болеть голова. Но Венгрия находится там. И я знаю, как тяжело каждый день подвергаться давлению. Сейчас Венгрия будет председательствовать в Европейском Союзе. Против Венгрии уже строятся планы, чтобы, как говорится, сорвать это председательство и лишить Венгрию этого председательства. Мы все это видим, знаем. И знайте, что уважение к вашему правительству в вашей стране растет не только в тюркском, но и во всем мире. Я вам желаю воли, она у вас есть. Сил, это тоже есть. Хороших друзей, они тоже есть. Чтобы вы всегда оставались такими, какими вы есть. Yaxşı dostlar, o da var. Arzulayıram ki həmişə siz bax necə varsınız, elə də qalın. Большое спасибо, господин президент. С вашего позволения, я хотела бы обратить ваше внимание еще на один момент. Вы очень хорошо отметили, что Венгрия находится в сложной ситуации, однако Всевышний на нашей стороне. Мы будем бороться до конца. Наш Виктор Орбан и наше правительство будут защищать всеми силами до последнего. Мы надеемся на вашу дружбу. Двенадцатый международный фестиваль проводился в университете АДА в Баку. Мероприятие прошло при поддержке отдела международных связей университета АДА. В этом ставшем традиционном фестивале принимали участие послы 39 стран, представители иностранных посольств, аккредитованных в Азербайджане.
сотрудники международных организаций, а также местные и иностранные студенты, также журналисты. Дипломаты представили гостям фестиваля образцы культуры и кухни своей страны, рассказали о ее истории. Фестиваль проводился уже 12-й раз, отражает мультикультурные ценности университета и международную среду здесь. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Я руководитель представительства сотрудничества в Азербайджанской республике, Русский дом в Баку, Зинуров Олег Хайдарович. О сегодняшнем мероприятии что можете сказать? Да, великолепное мероприятие. Мы уже какой год на этом мероприятии присутствуем. Отличное мероприятие. И в этом году мы представили свой русский, скажем, сектор, показав, что наше государство, Россия, также многонационально, мультикультурно, как и Азербайджан. Здесь представлено и Дагестан, здесь представлен и Татарстан, ну, естественно, Россия, как русские, естественно, представлены. Это отлично. Наша передача будет вещаться в Центральной Азии. Очень великолепно. Ваши пожелания, что хотели сказать? Ну, дружба. Сотрудничество. Сотрудничество, чтобы у нас гуманитарное сотрудничество между нашими странами развивалось и дружеские отношения. Я так думаю, что для этого все основания есть. У вас в голове что один? Это татарский убор, тюбетейка. Ну, я же татарин. Значит, в Центральной Азии очень много татар живут. Да. Ваши пожелания и что хотели им передать из Баку? Ну, чтобы татары все время друг друга держались, чтобы друг другу помогали и как-то развивали дальше свои отношения. Значит, культура не признает границ? Нет, ни в коем случае. У культуры не должно быть границ. Спасибо. Спасибо вам огромное. Представительница татар. Ну, можно так сказать, что я одна из представительниц татарского народа, проживающих в Азербайджане. И вы развиваете татарскую культуру, традиции, обычаи в Азербайджане. Да, все верно. Мы показываем культуру татар, развиваем язык благодаря политике, мудрой политике, которую начал великий Гейдар Алиев и продолжает его сын, наш президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев. Мы изучаем спокойно здесь свой язык татарский, мы проводим татарские национальные праздники, за что мы очень благодарны за поддержку, которая нам оказывается. Мы так же, как и весь многонациональный народ Азербайджана, толерантный народ Азербайджана, живем совершенно спокойно, в дружеской обстановке. И мы, татары Азербайджана, считаем, что Азербайджан – наша родина. Историческая родина наша – Татарстан. Так, у нас в Центральной Азии очень много татары, диаспора татарская. И тем более эта наша передача будет вещаться в Кыргызстане ТВ-15. Очень много татар будет смотреть нашу программу. Что могли бы сказать им? Кадерли татарлар, тату яшагес, мин сезне яратам. Сау булыгыз, рәхим итегез Азербайджанга, Татарстанга. Бик зур рәхмәт сезгә. Дорогие соотечественники, дорогие татары, давайте все будем жить в мире и дружбе. Это самое главное, чтобы небо над нашей головой всегда было светлым, чистым и безоблачным. Мира вам и дружбы, дорогие соотечественники. Спасибо. Спасибо большое. Если вы разрешаете, ваша супруга одну татарскую музыкальный фрагмент пусть играет нашим телезрителям. Да, конечно. Не здесь, но видео. Да, конечно. Можно? С удовольствием представим татарскую композицию. Рашад Юсифли. Да. Спасибо большое, спасибо.
В Азербайджане прошел прекрасный татарский национальный праздник Карга-Боткасе. 2 июня в Кубинском районе Азербайджана состоялось массовое праздничное мероприятие Карга-Боткасе, что в переводе означает «грачинная каша». В основе праздника лежит почитание высших сил с целью получения их благословения и богатого урожая в предстоящем году. Мероприятие было организовано Обществом татарских женщин Аккалфак при участии Общества татарской культуры Тугантель. В программе праздника был проведен концерт, разнообразные национальные игры, конкурсы и соревнования. Также в рамках народного ритуала на открытом огне была приготовлена пшеничная каша Карга-Боткасе. Сварив кашу по обряду, часть ее отдали птицам, часть земле и часть реке. Так наши далекие предки угождали духам земли и воды, просили у них покровительства и задабривали их в ожидании нового сельскохозяйственного года. Оставшуюся часть каши раздали присутствующим гостям для дегустации. Праздник продолжился совместной трапезой, чаепитием, веселыми песнями и танцами. Праздник удался на славу. Əziz dostlar, indi sizdən burada bir rəqs ifa edəcəm.
İndi sizə tarda Bayatçıqaz muğamını ifa edəcəm. Thank you.